Черное озеро, Казанская Лубянка, улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Рождение ребенка. Для одних это долгожданная радость, для других полная неожиданность, а некоторые во всем видят наживу. Еще совсем недавно численность населения в России катастрофически сокращалась. Но в 2007 году правительство решило стимулировать рождение второго ребенка материнским капиталом, и показатели рождаемости стремительно пошли вверх. Татарстан привычно занял одну из лидирующих позиций по оформлению сертификатов на новорожденных. Начиная с 2007 года, с момента выплаты материнского капитала, матерям, имеющим 2 и более детей, наблюдается увеличение рождаемости. Если в 2007 году было зарегистрировано рождение 12 113 малышей, то по итогам 2013 года зарегистрировано 21 533, то есть рождаемость увеличивается. На сегодня размер выплаты за рождение второго ребенка составляет более 400 тысяч рублей. Схема получения материнского капитала проста. Необходимо родить или усыновить второго или последующих детей. Выписавшись из роддома, получить в ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка, поставить штамп о российском гражданстве и передать документы в пенсионный фонд. Буквально через месяц из ПФР приходит письмо счастья о выдаче вам сертификата. Программа материнского капитала по-своему уникальна и востребована. Желание забрать свои кровные, потом и бессонными ночами заработанные средства материнского капитала берет верх. И некоторые смельчаки исхитряются найти лазейки для незаконного обналичивания сертификата. Но сегодняшняя история значительно интереснее. Дорогой, золотой дарочку, я тебе погадаю. Будет у тебя дом полный. Давайте лучше я вам погадаю. Будет у вас детей 2, и у вашей мамы тоже. И причем в ближайшее время. Детей. На основании этих документов органы ЗАГС выдавали свидетельство о рождении, после чего оформлялся сертификат на материнский капитал. Так, вот это второго ребенка. Так, значит, мы вам выдаем справку. Справку для выплаты подхода на каждого ребенка. Без справки формы 25 матери-одиночки. И 2 свидетельства о рождении. Поздравляем вас с рождением детей. Спасибо вам большое. С точки зрения государства необходимо придумать какой-то механизм, которого сейчас в принципе нет, по контролю вот за этими денежными средствами, мат-капитал. Пытаются сейчас вводить, например, был такой очень распространенная схема, когда покупали старенький дом в деревне, далеко-далеко, который на самом деле там, может быть, дома и нет, он рухнул давно, но документ на него имеется. Вот, и стоимость этого дома там 30-40 тысяч максимум. Но люди покупали его за 450 тысяч, вроде вот как купили объект недвижимости. И потом про него забывали, потому что реально он стоит там копейки. Вот, была тоже такая схема, но сейчас эту схему ликвидировали, так как пенсионный фонд стал в обязательном порядке при покупке жилых домов требовать справку о том, что дом пригоден для проживания. То есть местный сельсовет выдает эту справку. Соответственно, в данном случае пострадают уже продавцы.
так как справку эту предоставляют уже после сделки, когда предоставляют документы в пенсионный фонд. Современные женщины, только забеременев, ищут профессиональных акушеров и хорошо оснащенный перинатальный центр. Не надеются на матушку природу и на свои собственные силы. Хотя есть смелые женщины, которые рожают модными способами – в воду, дома, в окружении семьи, а некоторые приносят детей в подоле цветастой юбки. И кто разберет возраст и принадлежность к определенной многодетной мамке очередного смуглого малыша? Саму схему хищения мат-капитала придумали в Ростовской области, а не в Казани. А в Казани здесь решили ее обкатать. Первую аферу провернули приблизительно где-то в феврале 2011 года. Она успешно прошла, а вот уже с апреля 2011 года дело поставили на поток. Злоумышленники действовали по четко отработанной схеме. И в качестве исполнителей они привлекали цыганок из других российских регионов, которых регистрировали здесь, в городе Казани. Цыгане использовали коррумпированные связи в медицинских учреждениях за небольшое денежное вознаграждение, получали справки о рождении детей и их осмотре. При этом врачи уверяли, что роды якобы прошли в домашних условиях, на дому, согласно национальным традициям, а справки нужны лишь только для того, чтобы, беспрепятственно передвигаться им по территории России. В дальнейшем по вот этим медсправкам они в отделах ЗАГС оформляли, в районах города Казани, оформляли свидетельства о рождении детей, а затем они подавали документы в отдел пенсионного фонда для оформления мат-капитала. Куда податься бедному, не шибко грамотному цыгану? Коней сейчас днем с огнем не сыщешь, а выживать как-то нужно. Вот тут-то и приходит на помощь поддержка многочисленной семьи и природная смекалка. Я, Аглы Анжелика Мамаевна, проживаю со своим малолетним сыном, матерью. Я, Оглы Нина Позлович. На сегодняшний день своих детей нет. Я, Аглы Рита Боярина, работаю в открытом акционерном обществе «Базар». Осенью 2011 года у меня было тяжелое финансовое В связи с этим моя знакомая Салихова Зоя Сапоновна предложила мне свою помощь. Сертификат на материнский капитал. Наталья Самойловна Аглы сказала, что сегодня государство помогает деньгами. Министерство внутренних дел, служба экономической безопасности упрекает в том, что мы нацелены на выявление преступлений мелкого характера, то есть среди врачей, среди учителей. Но вот данный случай показывает, что взятка взятки рознь. Вот именно с небольшой взятки в 1000-1500 рублей возросло вот все в такой крупный ущерб, нанесенный государству. Работала семья Аглы по-крупному. Организатор оставлял у себя львиную долю – 150 тысяч рублей. Риэлтор – 100 тысяч рублей. Цыганка-псевдороженица получала 50 тысяч рублей. А вот коррумпированные медицинские работники получали 500 рублей за справку. А третий ребенок, на которого вы материнский капитал получили, он существует? Нет. А сколько вам дали денег за это? Цыганки в основном, конечно же, являются очень такими жадными, то есть до денег. И поэтому использовали все возможности, которые можно было получить в связи с рождением детей. Но попалась одна цыганка, которая имела, гражданство Украины, и не могла распоряжаться никакими средствами. То есть она попросила своего мужа, цыгана, и вот это был единственный случай, когда осудили мы мужчину, потому что он был гражданином Российской Федерации и мог получать денежные средства вместо жены. Все выплаты на 94 тысячи рублей все получил, за что также был осужден на 2 года условно. А материнский капитал они не смогли получить. Свободолюбивый. Сложный выбор между жаждой халявы и страхом наказания. Деньги, и немалые, так близко, только руку протяни. И до тюрьмы только шаг. Что же делать? Может, карты раскинем?
цыгане до сих пор еще действуют и живут по своим установленным правилам. Границами. Рождаемость, конечно, выросла. А вот какое количество фиктивных детей по России? А статистика не дремлет, пишет прирост населения. И рано или поздно несуществующим детям будут готовить места в детских садах и школах. А потом государство будет ждать отчисления в казну в виде налогов от несуществующего работника. Мифические младенцы, потемкинские деревни. Как же все-таки обналичивают материнский капитал? Цыгане в основном являются людьми неграмотными, то для составления договоров и так далее они привлекали риэлторов. Риэлторы также находили и недвижимое имущество, которое можно было впоследствии перепродать. То есть это были дома, это были какие-то земельные участки, которые стоили в 10 раз дешевле, чем на них тратилось. То есть в ходе следствия было установлено, что земельные участки и дома приобретались, допустим, в сумме 120 тысяч рублей, а тратилась вся сумма материнского капитала 365 тысяч рублей на это. То есть все документы составляли риэлторы и 1/2 долю своей племянницы. Из материалов дела. Стоимость земельного участка с домом 90 тысяч рублей. Риэлтор Губачева просила поставить в договоре 400 тысяч рублей, объяснив это тем, что ее клиенты хотят в дальнейшем строиться и расплачиваться будут материнским капиталом. Например, в этом году, вот буквально 2 недели назад, у нас в гильдию вступило 4 новых агентства. Прежде чем они вступили, несмотря на то, что они представляют полный пакет документов о себе и представляют рекомендации уже действующих членов гильдии, была шла проверка. То есть к ним позвонили, наш сотрудник комитета по этике позвонил, представился клиентам и задал провокационные вопросы наподобие: обналичиваете ли вы мат-капитал? Вот, соответственно, на такие вопросы все агентства эти прошли успешную проверку, то есть каждый пояснил, что это противозаконно, мы можем лишь помочь вам воспользоваться мат-капиталом на улучшение жилищных условий. А само выражение обналичивания мат-капитала — это уже противозаконное действие, это уже криминальные схемы. Но тем не менее, есть еще нечистые на руку конторы. Алло, здрасте, я звоню по объявлению по обналичке мат-капитала. Правильно попал? Да, правильно. А не подскажете, что за схема? Потому что, понятно, что многодетные и пытаемся строиться, но там очень сложная схема. Смотрите, как это обычно делается. То есть либо у родственников, либо у родителей якобы покупаете квартиру, либо долю в квартире, либо дом, либо долю в доме. Ясно, ясно. Но это, то есть, через банк, да, все делается? Да, через банк все. А сделка-то сама по себе законная, это никак незаконно, тут нет ничего? Нет ничего. Ясно, ясно. Просто юридическая схема, да, такая? Да. Ясно. Ладно, если что, позвоню, обращусь, спасибо. Хорошо, все добро. Вот видите, как все просто, если вы, конечно, не боитесь уголовной ответственности. В настоящее время продолжается совместно с правоохранительными органами вестись работа по выявлению подобных случаев мошенничества. И кроме того, отделение пенсионного фонда проводит большую работу по разъяснению среди населения возможности распоряжения средствами материнского капитала. Пенсионный фонд предупреждает, что держатели сертификата, участвуя в подобных схемах обналичивания, являются соучастниками преступления. По предварительным данным, ущерб, нанесенный государству, составил 30 миллионов рублей. Мною лично было рассмотрено 2 уголовных дела в отношении 2 женщин. Это Аглы Рита Бояровна и Аглы Нина Позлович. Оправдывали они тем, что у них возникли материальные трудности. Вот одна из подсудимых, она являлась инвалидом 2-й группы, у нее муж был инвалид 3-й группы, на ее иждивении находились малолетние дети, сын не занимался воспитанием детей. И вот именно она этим объяснила, что она решила вот таким образом улучшить свое материальное положение. Под моим председательством было рассмотрено уголовное дело в отношении Аглы Анжелики Мамаевны. Суд, принимая во внимание ее раскаяние, деятельное раскаяние, наличие явки с повинной по делу, а также к моменту рассмотрения дела было установлено, что у нее
имелся уже ребенок, действительно, которого она родила возрастом 2 года, даже, по-моему, 2 лет еще не было. И с учетом всех этих смягчающих обстоятельств суд принял решение о назначении наказания в виде лишения свободы условное с испытательным сроком. Разглашается приговор. По делу, кроме цыганок, проходили 4 врача. Педиатр городской клинической больницы номер 7 выдал 10 поддельных справок по 500 рублей за каждую. Итого 5000 рублей. Наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с применением статьи 73, то есть условно, с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 30 000 рублей в доход государства. Не знал даже для чего. А если говорили мне, нам ехать на родину, а без этой бумажки, говорит, никак не можем. Ну, пришлось написать. Они скажут, ути. Все, поддался соблазну. Как врач он не деградирован. Поступило ходатайство от родителей тех детишек, которых он лечит, которых он наблюдает. Применение такой меры, как лишение его права заниматься определенной деятельностью, наверное, будет в данном случае негуманно. Все медицинские работники, которые оказывают содействие цыганкам, нами были выявлены и также осуждены. Максимально наказание, которое получила педиатр, работающий в исправительном районе наказания, 5 лет условно. Цыгане – народ бойкий, плодовитый, и женщины, проходившие по делу, уже родили настоящих, а не фиктивных детей. Но есть одно маленькое «но». Они уже получили свой материнский капитал, пусть и мошенническим способом, а государство не платит дважды.